приветствую всех наших телезрителей, а также наших гостей, которых я представлю чуть позже. Сейчас захотелось обозначить, наверное, тему программы. Сегодня мы находимся в некой такой тревожной, наверное, ситуации. Поступают и тревожные новости, и сложная экономическая ситуация. И еще не прошла пандемия, о которой мы давно уже говорим, что пора бы уйти. Так что хочется, наверное, привести свои нервы, свое здоровье в порядок и погрузиться в нормальную, спокойную, санаторную жизнь. Сегодня обсуждаем санатории, альтернатива недоступным курортам, какие у нас есть санатории, с какими проблемами сегодня сталкиваются, что готов предложить. Итак, экспертов нашей студии с удовольствием представляем. Альмир Рашидович Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. Рады вас видеть. Первый раз в студии. Замечательно. С нами сегодня Альбина Салимовна Ибрагимова, директор компании АС Бизнес Тревел. Приветствуем вас. Салим Хананович Хабибулин, я думаю, многим он уже известен в республике, директор учреждений профсоюза санатория Шифалысу Ижнин-Воды. Хайрлы киш. С нами сегодня Руслан Галич Батыров, директор санатория профилактории «Дельфин». Рады вас видеть. И главный врач клиники здоровья семьи Яна Эдуардовна Герман. Приветствуем всех вас. Еще одну нашу гостью ждем. Это Резеда Ахметовна Бодрова. Надеюсь, скоро с минуты на минуту будет. В городе сегодня большие-большие события, поэтому, наверное, простим наши гости ее временное опоздание. Напоминаю нашим экспертам, что мы работаем в прямом эфире, зрителям также. У вас есть кнопки на пультах. Красный категорически не согласен с позицией коллеги, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Хотелось бы начать с нашего вопроса в социальных сетях, который мы проводили всю эту неделю. Мы задали интернет-пользователям вопрос, заменит ли наши санатории зарубежные курорты. И вот какой срез мнений получился. Да, хорошая альтернатива, так считают 20% опрошенных. Нет, наши курорты дорогие, отвечают 47% респондентов, и 33% опрошенных заявили, что все-таки сегодня санатории это для людей 60+. То есть для людей более пожилого возраста. Вот мне бы хотелось уточнить сейчас у наших экспертов. Как считаете, насколько вот реальный этот срез мнений, насколько это отражает реальную картину сегодня происходящего? Я все-таки думаю, начнем, Салим Хананович, с вас. Вы как долгожитель на этом рынке. Здравствуйте. По опросу, конечно, мы сейчас, в принципе, опровергать не можем. Но то, что действительно я начну с конца, что это санаторий для пожилых людей, практически не соответствует на сегодняшний день. Я имею в виду по нашей санаторию, по нашему, так скажем, учреждению. Практически на сегодняшний день, я уже говорил, еще раз повторю, что даже по сравнению с 2019 годом поколение 60+ у нас снизилось на 10%, поэтому это составляет около 19-20%. Но дети где-то около 8%, где-то основная доля, поэтому около 80% люди достаточно, так скажем, среднего возраста. И то, что, конечно, да, и доля пожилых людей, в принципе, страны достаточно, так скажем, высокая. По крайней мере, сегодня санатории могут обеспечить условиями для всех. И для детей, и среднего возраста, и, так скажем, для пожилого возраста. Конечно, да, но мы здесь санатории иногда, так скажем, зарубежные санатории, наши санатории, в принципе, это есть система оздоровления, а не просто развлечения. Просто отдыха, да? С этой точки зрения, мы никак не уступаем зарубежным своим аналогам. Если уж учесть, что действительно мы находимся рядом, около дома, это преимущество увеличивается Сегодня как никогда конкурентное преимущество. Да, Салим Хананович, у нас пришла гостья, Резеда Ахметовна. Да, проходим, мы вас ждали, и мы вас дождались. Резеда Ахметовна Бодрова, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, научный руководитель Центра медицинской реабилитации госпиталя для ветеранов войн, внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Выговорила. Добрый вечер, рады вас видеть. Сейчас мы обсуждаем срез мнений наших интернет-пользователей. Салим Хананович сказал, что омоложение идет в санаториях. Я думаю, что это, наверное, связано не с тем, что болеть стали молодые больше или востребованность, но это мы тоже сейчас обсудим. Еще один санаторий, «Дельфин». У вас что происходит? Насколько мы можем говорить действительно об объективности, объективно о том, что либо достаточно дорогой отдых, либо это отдых для возрастных людей? Что такое оздоровление? Санаторий? Санаторий – это проживание комфортное, это питание хорошее, то есть сбалансированное, и это лечение, то есть профессиональное оборудование, профессиональные врачи, квалифицированные. Если добавить сюда развлечения еще,
то есть в санатории, в нашей, который у нас действует, то, я думаю, молодых людей будет гораздо больше. Вот я сегодня проехал, ну, такой в рамках двухдневного такого тура по некоторым санаториям нашего Зеленодольского района. Потом мы поехали в Марийскую республику, и мне удалось поговорить там со всеми директорами. Завтра мы поедем в Чувашию, и там тоже пообщаюсь. Я вот, в общем-то, наблюдения такие мои подтвердились. Те санатории, где организована вот эта вот развлекательная часть, там молодежи больше. Но они приезжают туда оздоровляться или отдыхать? Они приезжают. Или вам Сейчас нужно совмещать. Сейчас уже люди думают, и молодые уже думают о том, чтобы где можно, так сказать, поправить здоровье. То есть одновременно? Да. То есть вот этот компонент очень нужен. Тот, кто его упускают, им сложно удержаться на этом рынке. Там, да, пенсионеры. Угу, спасибо. Альбина, скажите, пожалуйста, все-таки существует этот процент омоложения? Мы можем говорить, что, ну, действительно, гостей санаториев становится больше молодых? Да, на самом Какие деле, наблюдения на рынке? как бы вот среди моих клиентов сейчас две тенденции. То есть первая тенденция – это увеличение количества отдыха. То есть если раньше там Турция, там вот они все туда поехали, радуются, там весь год копят, то сейчас нет. Сейчас немножко другая тенденция. То есть Турция непонятно будет, не будет, отменит, не отменит, а санаторий он нужен. То есть обязательно раз в год многие клиенты, они прямо... Ну, как бы в санатории. Но у нас есть вопрос в Татарстане. У нас нет своего солнечного берега. То есть вот в Чувашии есть такой санаторий «Солнечный берег». Там и развлечения, там и лечение, там и вода. То есть нам вот обязательно надо что-то подобное придумать, я считаю. Но по поводу омоложения, то есть я, вот, как сказать, не сильно много у меня клиентов 60+. Вот, но при этом те клиенты, которые у меня были, то есть мы делали срез своих клиентов, это у меня получается от 25 до 50 лет мои клиенты, они стали намного чаще ездить в санатории. То есть, в общем-то, это тренд или модное здоровье, мы тоже можем сейчас говорить, да, об этом? И разные программы же сейчас вводятся. То есть, вот как руководителям санаториев, если вы там ведете программу детокс, например, у вас вообще отбоя не будет и от молодых, и от возраста людей. То есть здесь самое главное... Сейчас надо разнообразить. То есть 60+, они привыкли, они едут. А чтобы привлечь молодежь, нужны готовые программы. То есть они не любят заморачиваться, они на работе заморачиваются. А тут они любят вот детокс, 14 дней, там 5 процедур и все. То есть, ну вот это прям мой самый большой совет владельцам санатория. Все, хорошо, что это есть. Да, Резида Ахметовна, насколько количество сегодня санаториев, по идее, да, устраивает и достаточно для того, чтобы люди могли себе позволить, особенно реабилитацию, постковидную, потом мы с вами еще обсудим дополнительно. Да, вот насколько, да, вот совершенно верно вы подметили, последние, особенно 2 года, возросла очень потребность в реабилитации семейной, именно постковидной. И если раньше действительно мы делали акцент 60-65+, как совершенно верно коллеги отмечают, потому что они были привержены к санаторно-курортному лечению еще в старые, так сказать, времена, когда выделяли профсоюзы бесплатные путевки, и у них была потребность по получению санаторно-курортного лечения еще с внуками, с внучками. И такого тренда, как именно развлечение, я бы сказала, даже не столько это развлечение, как оздоровительный, как элемент оздоровительного спорта, потому что очень многие привыкли посещать фитнес-клубы, тренажерные залы. Их дети привыкли выезжать с их внуками на катание на лошадях, на пони. То есть они привыкли к тому, что активный отдых должен сочетаться еще и с процедурами лечебными. И поэтому, когда мы говорим о таком эффективном комплаенсе, это лечебные процедуры, плюс оздоровление, плюс фитнес-программы и, естественно, оздоровление детей. Вот, наверное, самые удачные вот эти программы, они будут иметь наибольшую результативность, привлекаемость и, естественно, экономические выгоды, которые, ну, в каждой, как говорится, вот в этой программе заложены должны быть. Поэтому сегодняшний день, я хочу сказать, наша республика обладает базовыми технологиями, она обладает ресурсами в виде кадрового состава, и возможность по привлечению такого, как, ну, так скажем, активный отдых, это различные площадки, футбольные, баскетбольные, это привлечение детей к тому, чтобы они умели ухаживать и, собственно говоря, заниматься еще и домашними животными. То есть сейчас многие санатории у нас именно пошли по этому пути, наверное, перспектива.
Спасибо. Альмир Рашидович, вот насколько сегодня республика обеспечена? У меня были цифры, что 41 учреждение санаторно-курортного отдыха. Вот точная информация или нет? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, таких медицинских организаций, которые санаторным оздоровлением занимаются, у нас 57, включая ведомственные, потому что многие крупные организации сохраняют в своей структуре санатории для своих работников с привлечением также гостей. Я бы хотел отметить, что в Республике Татарстан существует 3 курортные зоны. Курорт – это тот же, ну, скажем так, аналог санатория, в котором присутствуют природно-климатические факторы. И у нас на сегодняшний день есть санаторий Бакирова, есть Ижминводы, где вода, значит, есть санаторий Васильевский, все они в структуре Федерации профсоюзов работников Республики Татарстан, значит, эти санатории принадлежат. И действительно, эти санаторно-курортные зоны способны заниматься эффективным лечением. Но хотел бы отметить, что еще в советское время были сделаны выводы нашими учеными о том, что санаторно-курортное лечение эффективно в диапазоне 21-24 дня. Мы, конечно, сегодня в современной жизни себе такие временные отрезки не всегда можем позволить. 24 дня. 24 дня, да. И на самом деле сегодня санаторные программы, ну, в большинстве своих случаев, 12-14 дней. Редкий случай, когда 21 день мы можем себе позволить. И здесь вот, если по структуре отдыхающих посмотреть, то, конечно, экономически активная часть нашего населения, безусловно, выбирает короткие программы. И с точки зрения врачебной, когда эти люди появляются в санаторно-курортных учреждениях, безусловно, невозможно им полноценные курсы лечения назначить, потому что сама фаза санаторно-курортного лечения, фазировка идет с момента вызова легкого обострения, успокоения, и потом уже идет реабилитационный эффект, скажем так. Поэтому, да, если кто-то нацелен на действительно оздоровительный этап, не просто отдых, то тогда нужно выбирать и позволить себе более длительные, значит, такие отрезки. Хотел бы отметить, что не только Татарстан богат, но и наши соседние республики. В Башкирии очень сильный потенциал. Марийская республика, значит, также имеет очень достаточно высокий потенциал с точки зрения санаторно-курортного лечения. Поэтому, я думаю, даже в нашей полосе мы могли бы найти достойные варианты. Да, я полностью согласен с нашей коллегой, вот, которая турбизнес представляет. Нам не хватает порой просто нормальной продуктовой линейки, чтобы люди могли найти по своим интересам тот продукт, который им интересен, который их устраивает с точки зрения времени, потребностей по активности. И вот прозвучало слово «детокс». Вот детокс, особенно цифровой, когда ты можешь в режиме дня отложить все, значит, телефоны, когда тебе не звонят, точно знают, что ты в санатории и ты в отпуске. Вот это, наверное, самое большее лечение наших, чем все остальное. Хорошо, мы прервемся на Спасибо. рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Здравствуйте, товарищи! От имени партии КПРФ я хочу поздравить всех вас с славным юбилеем, столетним юбилеем пионерской организации имени Ульянова Ленина. Миллионы советских людей, детей воспитывались в этой общественной организации в духе коллективизма, патриотизма, братства, интернационализма. Возрождение пионерской организации сегодняшний день – это славный знак. Это заслуга всех патриотов во главе КПРФ. Я думаю, красный галстук будет реять в каждой школе. Я желаю вам здоровья, успехов, благополучия. Спасибо. Казанское высшее танковое командное училище осуществляет набор на подготовку курсантов по специальности «Гражданская», «Военно-политическая работа преподаватель», «Военная», «Военно-политическая работа в войсках». Телефон для справок в Казани 229 85 82. С 13 по 31 мая на сцене оперного театра 35-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Звезды российской и мировой сцены в спектаклях: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», «Золотая Орда», «Дон Кихот», «Анюта», «Корсар», «Лебединое озеро» и «Баядерка». Программу фестиваля завершат феерические гала-концерты.
Международный фестиваль «Весенние проталины» на ТНВ в программе «Каравай». Мы продолжаем говорить о наших татарстанских санаториях. Сейчас вопрос от Яны Германовны. Скажите, пожалуйста, вы как-то фиксируете тоже увеличение, наверное, количества людей, которые хотели бы оздоровиться, наверное, и здесь, в санаториях местных, а не... Ну, мы здесь так не можем точно это фиксировать. Мы это можем только определять по заполнению санаторно-курортных карт в наших клиниках. Но программы чекапа, программы таких медосмотров одного дня, эти программы у нас очень хорошо развиты, работают, и поэтому количество этих пациентов у нас с каждым днем растет. Да. Вот смотрите, сейчас просто в паузе Резеда Ахметовна сказала, что Татарстан единственная республика, сохранившая 21 день пребывания в санаторно-курортном лечении пациентов по постановлению Кабинета министров Республики Татарстан. Поступало несколько писем с просьбами уменьшить длительность пребывания, но учитывая, как уже Альмир Рашидовичем было совершенно верно отмечено, что менее 21 дня пребывания нерезультативно с точки зрения, особенно при последствиях таких заболеваний, как сахарный диабет, послеоперационных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. Поэтому мы это сохраняем. И здесь, вот в этом плане, конечно, хочется отметить, что большинство пациентов, у которых есть реабилитационный потенциал, направляются на продолжение лечения в санаторно-курортной организации. В дальнейшем они практически 90-95% выходят на работу. Хорошо, спасибо. Вообще, насколько часто сегодня пользуются программой «21 день»? Вот эти представители санаториев, да, конкретно. Практически на 21-24 дня только через фонд социального страхования. Остальные практически путем. Есть, конечно, вот недавно приехал к нам ветеран на 28 дней. Поэтому такие, ну, единичные, так сказать. Ну, это исключительно, скорее исключение, потом, да? Вот здесь мы, вот по туристическим компаниями, вот Минздрав тоже, в принципе, то, что если с точки зрения вот заполняемости, развлекания и там прочее, все остальное, мы система все-таки оздоровления. Вот это мы всегда, конечно, за 10 дней практически невозможно, даже в центре Олимпийского резерва, но то, что действительно за столько-то дней, за сколько дать человеку позитив, что действительно это естественно есть. Ну, по санаторию мы всегда говорим, что это санаторий. Санаторий – это рай на земле. Практически много говорим, а что такое. А вот санаторий он и есть. Хотя человек приходит и видит, что на рай на земле мы уже готовимся в жизнь. И ислам так учит, и христианство так учит. А вот никого учить не надо, приезжать любой, ну, средний, так скажем, санаторий, который вышел. Вот этом есть. А то с точки зрения то, что действительно оздоровление, естественно, по заполняемости это разные функции. Конечно, мы можем разные программы, конечно, да, но если, так скажем, эффективность работы санатория, надо по системе здравоохранения, так скажем, сколько мы возвращаем во время войны на фронт возвращалось 72% из госпиталей. Вот это мы сумеем, вот так скажем, вот тогда эффективность санаториев. Поэтому, конечно, да, мы можем разные пути найти, разные формы найти. Сегодня можно и на 2 дня прийти, на 4 дня, на 5 дней. Нет, ну почему бы нет? Да. Эти программы, наверное, тоже нужны. Иногда провести время с семьей тоже лучшее да, лекарство, да? Да. То есть выбраться но на не субботу, с точки воскресенье, зрения только, так скажем, заполняемости. Это то, что мне, это мое мнение. Хорошо. Вот какие сегодня условные прогнозы вот в связи с ситуацией, с экономической ситуацией в стране, да? Мы понимаем, что, в общем, достаточно сложно сегодня и куда-то выехать, и что-то прогнозировать. Какие прогнозы вот на летний период? Будет ли ажиотажный спрос, который фиксируют эксперты последние 2 года? Ну, что касается нашего санатория, мы традиционно берем на летний период, организовываем детский лагерь. То есть у нас в прошлом году все 3 месяца было занято детьми, то есть дети отдыхали у нас. В этом году у нас 2 месяца будут отдыхать, 1 месяц мы все-таки решили отдать под взрослые заезды. Вот. Но тут июнь-июль он будет 100% заполняемости, потому что у нас есть госконтракты, у нас есть частные договора, значит, на отдых детей. Вот. Это вот как уже сказал коллега, 24-дневные контракты с Министерством здравоохранения. Но что касается июля месяца, августа месяца, последнего месяца, пока непонятно. То есть если государство поддержит нам в плане кэшбэка, вот этот, который отработал, то
Да, наверное, будет, ну, у нас стопроцентное, там, или близко к этому, 80-100% мы постараемся сделать. Если нет, ну, тоже будет, конечно, люди будут к нам ехать, но меньше. Вот прогнозы сделать сложно, потому что, но хочется верить, конечно, в лучшее, и мы работаем. Хорошо, как туристический кэшбэк помог вам? Примерно та же самая ситуация во всех санаториях. Конечно, да, если бы кэшбэк заново, как в прошлом году было бы, это, конечно, было бы прекрасно, но, тем не менее, на сегодняшний день у нас на июнь пока 83%, так скажем, уже прогноз бронирования, на июль пока 67%. Поэтому, ну, еще время есть, будем считать, что, действительно, заполняясь, летние месяцы, они обычно, так скажем, достаточно высокие. И в прошлом году было, ну, во время пандемии, так скажем, и 2021 год практически тоже высокая была. А по остальным, ну, май обычно у нас бывает тяжеловато, но я считаю, что вот обычно нам говорят, вот, ну, особенно журналисты, вот, помогла вам пандемия, так скажем, ускорить, это, так скажем, восстановить заполняемость. Практически от этого только не зависело. Поэтому наша задача, вот, есть заграничные, есть другие санатории, пандемия у нас, или, так скажем, санкции. К нам должен народ идти. Для этого мы созданы. Поэтому мы должны создать все условия, что человек пришел, отдыхал, лечился и обратно, так скажем, если на работу, если нет, чтобы действительно продлить продолжительность жизни. Наша задача вот этом. Поэтому то, что иногда говорят, что вот пандемия вам помогла, не помогла. В этом отношении это даже кощунственный вопрос. Она не должна была помочь, в принципе, хотя программа во всех санаториях есть. И после пандемийной реабилитации, и по другим направлениям. Вот то, что мы всегда об этом говорим. И поэтому то, что вот самолеты не летают, пароходы не ходят, все должны к нам хлынуть, такого не должно быть. Самолеты пусть летают, пароходы пусть ходят, все равно народ должен Все равно к нам, идти. да? Все-таки можно ли говорить о том, что если рост идет спроса на санаторно-курортное лечение, что люди либо стали больше болеть, либо заботиться о собственном здоровье? Мы поднимали сейчас вот эту тему условно, что это, возможно, тренд на здоровье, да, идет. Татьяна Германовна, как считаете? Я считаю, конечно, тренд идет определенный на здоровье, потому что тоже хотела отметить, что возраст наших пациентов тоже колеблется от 25 до 45 лет, то есть это достаточно молодые люди, которые, в принципе, озабочены, так скажем, своим здоровьем, занимаются им, проводят какие-то для себя профилактические мероприятия, это, как я уже сказала, чекапы, и приходят именно для этого. Ну вот так могу сказать. А как вы считаете, все-таки болеть больше стали? Ну, понятно, что пандемия была, да, болеть больше стали, конечно, и постковидные программы, о которых говорили. Либо все-таки к тренду мы потихоньку идем к тому, что это становится нормально, привычно, модно, востребовано. Я думаю, что все эти факторы сыграли роль. Бесспорно, это и оздоровление населения, программы государства, это активизация занятий физической культуры и спорта, повышение ответственности каждого человека за свое здоровье. И это очень важно. Раньше об этом мало говорили. И бесспорно, как вы отметили, пандемия сыграла свою роль тоже, потому что если до пандемии думали, ну, плохой сон, я отдохну на даче, и все вернется, то, к сожалению, неоднократно, когда люди неоднократно переболевают новой коронавирусной инфекцией, они понимают, что, само собой, ничего не проходит. И здесь пребывание даже 10-12 дней в условиях санаторно-курортного лечения совершенно значимо повышает качество жизни. И мы это совершенно четко отмечаем. Это не только смена обстановки, это комплекс мероприятий, это и аэротерапия, и аэрофитотерапия, и лечебные упражнения, и физиотерапия, ЛФК, массаж, бесспорно это питание. И когда индивидуальная программа правильно подобрана, она совершенно четко подтверждает каждому человеку необходимость повторных курсов. Я думаю, это все несколько факторов сыграли роль. Хорошо, спасибо. А вот как по поводу постковидной реабилитации? Насколько были ли такие программы в санаториях, были ли востребованы у вас? Были разработаны во всех практически санаториях и, в принципе, и в тех санаториях, которые нашему профсоюзам относятся, очень сильно мы к этому вопросу подошли. То есть мы, опять я говорю ту же самую мысль, не пандемия нам помогла, то, что мы сумели помочь тем людям, которые заболели действительно. Программа была,
и стандартные путевки вверх. Очень многие, так скажем, наши процедуры включают эти же программы. И специально приезжали, и по, так скажем, по телефону есть такая программа, но это было где-то 30%, не более того. Но это все равно здесь... неплохой показатель. Альмир Рашид, да. насколько было действительно востребовано, если сегодня говорить постковидной реабилитации? Знаете, данные программы, они очень актуальны. Вот насколько востребованы и насколько доступны. Вот этот вопрос, наверное, наиболее остро стоит, потому что на самом деле мы, конечно же, в рамках тех программ реабилитации, которые в государственном здравоохранении выстроены, пытаемся помочь, но, безусловно, наиболее комфортные и наиболее приемлемые условия для прохождения постковидной реабилитации – это в санаторных учреждениях. Ну, в санаториях, да, мы об этом и говорим. Под надзором врача, расширять свою двигательную активность. Люди, перенесшие ковид, основной синдром, который для них мешает вернуться к нормальной рабочей обстановке, к нормальной жизнеактивности, это астения. Это наш, скажем так, что, ну, скажем так, в простоте, наверное, это сказать, все-таки это усталость, быстрая утомляемость, малый объем двигательной активности и вот расширение этих параметров, значит, под контролем врача в санатории, это Хорошо, Альмир Рашид, большое спасибо. Мы потом проговорим уже по второй части, сколько будут стоить сегодня санатории, как изменились цены на путевки, с какими проблемами в условиях санкций столкнулись учреждения. Об этом позже, сейчас новости Татарстана. Добрый вечер еще раз. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Еще раз приветствуем всех наших телезрителей. Говорим сегодня об альтернативе недоступным курортам, нашим санаториям. Есть о чем говорить. Мы выяснили еще и во время рекламных пауз, и во время новостей Татарстана. Обсуждали и как изменились цены на путевки, и в каких санаториях что предлагают интересного. Сейчас хотелось для начала вообще узнать, как сегодня попадают в санаторий. Кроме того, что вот я решила, ну, например, просто приобрести путевку. Мне есть ли варианты бесплатных, вот через фонд социального страхования? Кому, каким категориям это полагается? Резидат Ахметовна, сможете? Да. Хорошо. Я, наверное, бы отметила, что мы один из немногих регионов, который по постановлению Кабинета министров Республики Татарстан обеспечивает работающих граждан, перенесших различные операции на суставах, на позвоночнике, которые перенесли инсульт или острые события, ну, другие там связанные с какими-то угрозами для жизни, в том числе, например, перенесшие сахарный диабет, беременные женщины, они имеют возможность получить санаторно-курортное лечение. И это лечение, оно длительностью 21 день, и оно рекомендовано сразу после стационарного лечения, например, после острого инфаркта миокарда. Бесплатно? Бесплатно, для работающих граждан. И кроме того, я бы еще хотела отметить, что учитывая высокую потребность наших пациентов, которые, к сожалению, уже, например, находятся на пенсии, не могут получить эту бесплатную путевку, они имеют возможность получить медицинскую реабилитацию в условиях санаторно-курортного учреждения, в частности, например, санатория Нихама, также после операции на суставах, на позвоночнике, после инсульта, уже в условиях данного учреждения по базовой программе ОМС. Хорошо, что для этого нужно? Если можно, я Да, добавлю. да, Альмир. Это не бесплатная путевка. Ну, для человека бесплатно. Да, Для бюджет бюджета Республики нет, да. Татарстан оплачивает за гражданина, зарегистрированного на территории республики, который проживает здесь и является рабочим гражданином. Тогда действительно это бесплатно предоставляется для человека, это, ну, без платежа происходит. Какой процент вот в санаториях сегодня тех, кто попадает через фонд? Да, через фонд соцстраха получается? Как Нет, это проходит? это Через бюджет республики бюджетные. оплачивает. Какой процент сегодня вот у вас, Салим Хананович? Те, кто приобретает, те, кто самостоятельно выбирает туры оздоровления, и те, кто направляется. Так, примерно шкала такова. Вот через фонд социального страхования моего строка госзаказ, практически мы не так большой процент, 4%. Около 20% у нас профсоюзные путевки, вот, 13% туристические компании нам помогают, и страховые компании. Страховые компании, в принципе, сейчас чуть-чуть, так скажем, уменьшились, потому что, ну, как сказать, они ведомственные тоже. Татнефть, КамАЗ, все остальное. То есть остальное мы сами продаем. Из того, что мы сами реализуем, 50% идет онлайн через сайт. Поэтому вот примерно такая
ситуация, это пока вот и в прошлом году чуть-чуть изменения есть. Мы думали, туристические компании вот недавно собирали, смещение будет какое-то в пользу, но 1-2%, остальные практически непосредственно мы сами продаем. Хорошо, а как у вас, Дельфини? Санаторий «Дельфин» является структурным подразделением судостроительного завода, Зеленодольского завода имени Горький. То есть у вас профсоюзный? Горького. Структурное подразделение. То есть мы одни из тех санаториев, которые входят в состав какого-то крупного промышленного предприятия, которое... Ну, у вас путевки профсоюзные, правильно понимаю, в большей степени? Да, те члены профсоюза, которые работают на предприятии, то есть являются членами профсоюза, они могут отдыхать у нас по льготным путевкам в санатории. Вот. И если так вот соотношение смотреть, то у нас где-то треть – это сотрудники этого предприятия, нашего завода Горького, треть – это госконтракты, это с Фондом социального страхования, с Министерством здравоохранения, с Министерством соцзащиты. И треть – это вот те, кто сами платно приезжают к нам. Вот приблизительно такой Хорошо, мы соотношение. понимаем сейчас, значит, кому условно, кто бесплатно, кто через бюджет. Сегодня до сих пор сохраняются эти требования пройти определенную, не знаю, медкомиссию, получить санаторно-курортную карту. Что происходит вот на данный момент? Потому что тогда, если мы говорим людям, давайте подготовим их морально, что нужно, чтобы попасть в санаторий сегодня? Просто так приехать и улететь, приехать на автобусе не получится. Клинические учреждения занимаются как раз вот выдачей, оформлением санаторно-курортных карт. И мы как клиника здоровья семьи тоже этим занимаемся. Для этого к нам приходят будущие отдыхающие наши пациенты, которые проходят обследование, анализы, функциональное обследование и консультации специалистов. И после этого с санаторно-курортной карты они могут уже после приобретения путевки ехать в санаторий. А что-то рекомендует, например, сама клиника, врач, что вам необходимо, ну, я не знаю, вот там несколько вариантов болезни, да, у человека, несколько сценариев. Рекомендация, в какой санаторий желательно, в какой лучше, какие совместить программы, какие рекомендации дают? Чаще всего у нас, конечно, приходят пациенты, которые уже едут, потому что у них определенное количество дней, им надо все быстро пройти и уже уехать. Поэтому, что касается тех процедур, которые они будут проходить в санатории, да, мы можем им рекомендовать, потому что это у нас есть и физиотерапевты, которые занимаются этим. Но я думаю, потом на местах, в санаториях, конечно, им корректируются эти программы, корректируют, да? Хорошо, еще один момент. Да, Сергей Михайлович. То, что вот по рекомендации раньше наши санатории, да все, у нас раньше была трехступенчатая система здравоохранения, поликлиника, стационар и мы. Практически в 90-м году эта система... Так, сейчас что осталось? Альвира Рашидович так уже улыбается. Так, сейчас... Вы продолжите, пожалуйста, я дополню вас. Поэтому последнего, после 90-го года, я уже тогда говорил во время рекламной паузы, что действительно нас отделили от этой системы. Мы чуть ли нас не Министерству спорта и туризма прикрепили, но в 1994 году обратно, конечно, вернулись. Но мы до конца еще там как бы пасынки в этой системе. Поэтому нас больше приглашают на коллегии Минтуризма, чем на коллегии здравоохранения. В этом отношении, конечно, я принимаю синий свет, но тем не менее сегодня факт такой. Поэтому раньше как было? Врач, в принципе, после излечения, так скажем, рекомендовал вам Бакирова, кому-то, так скажем, Ежовку, кому-то, так скажем, вот сердечных больных у нас Жемчужина. Сегодня такой нет. Как бы мы сегодня собираем, санаторий, как я уже говорил, бизнес-план превращается. Должна быть система оздоровления, здравоохранения. Это наш принцип, это наша миссионерская задача. Хорошо. Вот из того, что коллеги сказали, я бы хотел отметить, что диалог конструктивный между всеми участниками процесса нам еще только предстоит наладить. Действительно, я не спорю о том, что в советское время достаточно четко выстроенная система этапности оказания, и в том числе санаторно-курортного лечения. И мы в первой части программы говорили о том, что сейчас исказилась немножко функция санаторно-курортных учреждений. Они больше ушли так называемые дома отдыха, как было в советское время. То есть это все-таки больше рекреативная такая функция отдыха. Но есть большая доля населения, много людей, которые ищут физические, климатические и природные факторы.
Ведь много людей выезжало, в том числе и за рубеж, для того, чтобы поправить здоровье при желудочно-кишечных заболеваниях, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. И сегодня, наверное, стоит поговорить именно об альтернативах, которые сегодня существуют в России, не только в Татарстане, но и в России. Если мы говорим об опорно-двигательном аппарате, то совершенно спокойно это наши бакировские грязи, сапропелевые грязи, которые там есть. Это можно ориентироваться на него. Вообще, безусловно, вот при оформлении санаторно-курортной карты, если ты едешь в рекреационных целях куда-то в санаторий, и там обязательно требованием является санаторно-курортная карта, то, конечно, можно обратиться в любую медицинскую организацию, которая лицензирована и уполномочена это делать. Да? Но если ты едешь по заболеванию на реабилитационный этап, то тогда нужна вся история заболевания, вся история развития болезни, на какой ты стадии находишься. Если у тебя показания врач, да? или противопоказания, зачастую все-таки это, ну или вообще не зачастую, а положено делать это участковому врачу, который знает твою историю. И только он может нормально написать тебе, если у вас контакт и диалог, если вы диспансерное наблюдение проводите. Понятно, если это серьезное конечно. заболевание, то есть понятно, что человек первым делом, конечно, идет к лечащему врачу. Сейчас о стоимости путевок. У нас в республике 11 тысяч койко-мест. Сайт санатории России РФ сравнил стоимость путевок в разных регионах. Жителям Центрального федерального округа дешевле всего обойдется отдых в Костромской, Брянской, Калужской, Орловской и Ивановской областях. Там путевка примерно от 3000 рублей в сутки с человека. Ночь в санатории на Урале примерно 4,5-5,5. В Калининграде около 5, 4,7-5. Самые дорогие, понятно, что в Подмосковье. Там ценник примерно около 6000 рублей в сутки. Мордовия, Татарстан, Оренбургская, Пензенская, Саратовская область примерно от 3000 до 3350 в сутки. Вот насколько сегодня... Правда или нет, да? То есть 3350 примерно дают Татарстан. Насколько сегодня изменились эти цены, насколько они будут корректироваться с учетом этого летнего сезона, да, а в связи с происходящими тоже событиями, в том числе в стране. О чем мы можем говорить сегодня? Что касается стоимости, значит, я вот по статистике выдали такую информацию. Например, в нашем санатории она ниже этой средней стоимости, которые вот представлены, вот эти цифры представлены. И я могу сказать, что и с другими санаториями сравниваю, да, приблизительно менее 3000 у нас. Это койко-место с лечением, проживанием, питанием. Вот приблизительно так и выходит. А повышение в этот летний сезон? Да, у нас повышение было весной. Повышение весной было, да. И во многих санаториях такое есть. И летом еще будет повышаться в некоторых. Вот. Было оно в связи с повышением цен на... что сказал, на продукты питания, строительные материалы и прочее. Некоторые медикаменты тоже выросли. Туристическое агентство что скажет? Дорого? Вообще по карману? Ну, вообще, конечно, по карману. То есть там же и лечение, и питание. То есть на самом деле... То есть это нормальное предложение на рынке? Да, для того, чтобы и цена должна оздороветь, быть дороже. Ну вот если считать на самом деле, вот мы даже сейчас разговаривали в... перерыве, что, ну, скорее всего, это все ниже себестоимости. Вот. И поэтому цена, конечно, очень хорошая. И в Татарстане на самом деле выше уровень санаториев. В основном своем, если сравнивать с многими регионами. И если сравнивать, что качество выше в санаториях, а цена ниже, то у нас очень хорошее вот это вот соотношение цена-качество. У нас средний чек 3300. Вот не изменилось, но... Мы раньше варьировали скидками, практически некоторые скидки только, так скажем, сохранили. Основная цена пока сохранилась, так что было. Но, естественно, если, так скажем, мониторинг продуктов питания, энергоносителей, так скажем, техобслуживания, у нас своя котельная, у нас свои очистные, действительно, да, какие-то коррективы, возможно, нужно будет делать. Вот. А пока вот эта цена сохраняется. Потом здесь... Вопрос цены, ну, я опять скажу аксиому цена-качество. Поэтому здесь, если очень низкая цена, она даже вызывает сегодня какое-то даже сомнение. С чего бы это, так скажем, такая низкая цена? Цена должна быть, конечно, да, доступной, по крайней мере. Но если ты пригласил, можно человека один раз пригласить, обмануть. Поэтому цена, когда человек уходит, уже должен быть доволен, по крайней мере, не должен жалеть. Зря приехал. В этом есть основная, так скажем, обратная связь
с каждым мы беседуем практически, когда человек уходит. Конечно, да, хотелось бы, но для этого, вот коллега тоже об этом говорил, в прошлом году, вот мы говорим, реклама там нет, тут нет. Реклама, конечно, хорошая вещь, но государственная политика поддержки нужна. В прошлом году кэшбэк был, практически... Ну, в этом году тоже кэшбэк был. Ну, Что да, еще ну, из... он был, да, Хорошо, как раз мы пришли. Что сегодня из мер поддержек нужно санаториям, например, для того, чтобы условно сохранить цены, чтобы они были более-менее доступны для тех, кто желает следить за своим здоровьем. Например, кэшбэк действует. Что еще, Альмир Рашидович? О чем сегодня обсуждается вообще? Коллеги санаториев, наверное, более четко ответят. На наш взгляд, это, конечно, сейчас в связи с повышенным спросом внутри страны, внутри Татарстана, наверное, все-таки коснется тех инвестиционных проектов, которые частные владельцы санаториев сегодня проводят, и на их продолжение, на ввод новых линеек продуктов, на ввод новых производственных мощностей, им нужны будут дешевые деньги, чтобы они могли эти проекты реализовать. Да. И, конечно, стоимость денег для этих инвестиционных проектов будет напрямую отражаться на стоимости санаторного дня, будем говорить, да, на стоимость пребывания одного отдыхающего. И это, наверное, наиболее такой важный момент. Конечно, нам нужно все-таки продуктовую линейку расширять и в части лечебных программ, и программ по отдыху. Вот сегодня большая масса детей оздоравливается в санаториях Татарстана. Я бы хотел отдельно отметить, что в рамках оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья, с хроническими заболеваниями, сегодня порядка 14 тысяч детей пройдет оздоровление. Вот коллега этим летом. Да, из санатория Дельфина, он как раз о госсконтракте, когда говорил об этой части, мы говорили. Вообще, конечно, у нас есть большое будущее в части санатория, потому что... То есть сейчас время возможностей, конечно, для всех конечно, санаториев да. открыть, раскрыться и найти новые, наверное, открыться новые ниши. А вот сейчас просто... Я вот еще мы на совещании были в фонде социального страхования, да, и вот до конца 2024 года нужно всех санаторий, лечебные учреждения обязали по доступной среде выйти на 100%, то есть соответствие. Соответственно, необходимо... Да, а это все затраты. Затраты, причем мы посчитали, они достаточно приличные уходят. И вот хотелось бы в этой части как-то, чтобы... Ну, тоже определенная программа чтобы были была разработки, политика, да? поддержка государства в этом смысле. Хорошо, а вот сейчас просто в условиях санкций, да, мы понимаем, тут программа импортозамещения и так далее, и так далее. С чем сегодня вообще столкнулись? Уже мы можем говорить, что какие-то проблемы? Но я понимаю, так грязь своя, вода своя, да? То есть вот, базовые вещи свои. С чем уже сегодня приходится сталкиваться? Я не знаю, медикаменты, оборудование или такая готовность вполне хорошая на несколько лет вперед? Ну, что касается нашего, я вот долго перебирал, то есть пересмотрел все документы и вот понял, что, по сути, для нас санкции напрямую, они никак не влияют. То есть у нас оборудование, у нас нет договоров каких-то долгосрочных с иностранными поставщиками этого оборудования. То есть у нас оборудование есть, оно работает. Большая часть его отечественного производства. Есть, конечно, импортное, но тут мы решаем вопрос. У нас нет критического такого. Медикаменты дорожают. Да, конечно, есть такое, но все-таки... Но дефицита нет. Но дефицита вот как такового у нас, вот не только мое мнение, я вот говорю, я еще объехал многие санатории, даже сегодня и завтра поеду. То есть все оказались вполне готовы... То есть все сказали, что вот напрямую санкции мы можем... Вы чуть ли не единственный человек за последние 2,5 месяца в этой студии, который говорит, а нас санкции не коснулись, чем вообще-то вас Они нас коснулись, но они нас коснулись не напрямую, с ростом цен косвенно. Коснулись. Рост цен, понятно, да, но это всех коснулось. Да, коснулись. Это всех коснулось. И ваших гостей в том числе. Салим Кананович, а у вас? Тоже, в принципе, поддерживаю, что действительно никакого влияния не оказывает, конечно, мы не можем, действительно, да, но среднее по стране. Поэтому, во-первых, то, что у нас оборудование куплено, кредитов у нас таких больших нет и не было. То, что оборудование, пока мы обходимся, то, что есть, медикаменты, пока почти на этот год хватает, но по продуктам питания, когда, помните, капуста стоила дороже бананов, это, конечно, прошло, поэтому будем считать, что это тоже, так скажем, упорядочится, поэтому паритет цен. Но будем, как обычно говорят, будем посмотреть
а пока вот ценовая политика у нас пока такова. Хорошо, смотрите, сейчас вот в завершении программы давайте попробуем. Все-таки мы сегодня говорим, что санаторий, это уже и начинали Резидак Ахметов говорит, что это семейная потихоньку программа реабилитации, да, возникает оздоровление. Что бы сегодня необходимо изменить на этом рынке, да, какие программы дополнительно ввести, наверное, какие-то ключевые шаги, если уж это время возможности, давайте попробуем проанализировать вот в завершении программы, что для этого нужно, какие шаги нужно совершить. Мы разработали совместно с нашей Федерацией профсоюзов, с Еленой Ивановной Кузьмичевой, целый план мероприятий, направленных прежде всего на разработку концепции по профилизации санаторно-курортных учреждений, чтобы каждый санаторий имел определенный профиль ведущий, но был оснащен от начала до конца тем оборудованием, которое необходимо для полноценной программы реабилитации. Это диагностическое оборудование, лечебное, реабилитационное. То есть мы сейчас как раз направлены вот на то, чтобы была четкая систематизация и маршрутизация пациентов с определенными заболеваниями в определенной санатории. Если действительно необходимо, что в определенных санаторно-курортных учреждениях была абсолютно стопроцентно доступная среда, то, я считаю, должны быть определены ведущие санатории, где должно быть вот это все совершенно точно как бы оснащено под пациентов с ограниченной мобильностью. Поэтому на сегодняшний день мы предполагаем внутренний аудит и подготовку документации, которая будет представлена на сайте, которая была бы доступна для населения Республики Татарстан. Хорошо, спасибо, Альбин, на ваш взгляд. Я бы добавила про детей. То есть во многих санаториях до 5 лет вообще никакого лечения не предоставляется, нет никаких детских комнат, и когда родители лечатся, им некуда детей девать. Вот, то есть и у меня, например, многие клиенты с таким запросом, не больше даже какое лечение, а если там детская комната, есть ли лечение для детишек и реабилитация. То есть вот я бы добавила именно вот эти компоненты. Хорошо, спасибо, Руслан Галеевич. На ваш взгляд, что еще? Что нужно? Что нужно? Как бы просить, наверное, что-то, наверное, просто нужно. Мы исходим еще из следующего. То, что вот вы правильно вот сказали, что каждый ответственен сам за свое здоровье. Вот когда он начинает перепоручать кому-то свое здоровье, то есть от этого ничего хорошего не происходит. То есть он должен задуматься. И задача, вот, например, я вижу как бы цель нашего именно учреждения, даже за 21, ну не за 14, не за 21 день, ну, оздоровить человека невозможно, если он не относится, ну, к себе должным образом. Понятно. Поэтому задача вот нашего санатория задать именно, дать ему то направление, чтобы он дальше уже по этому направлению продолжал оздоравливаться, чтобы мы дали ему эту возможность, дали эти данные, информацию, обучили его. Вот задача, чтобы в общем, он вышел совсем другим человеком. Чтобы он просто сам осознанно подходил к своему здоровью. Это очень важно. Хорошо, спасибо. Яна Германовна, на ваш взгляд, что? Полностью согласна вот с коллегой. Но вот тоже хочу сказать, что, конечно, здоровье это ответственность каждого человека. И ну, с нашей стороны это действительно ну, на нашем этапе, вот на амбулаторном, так скажем, человек должен сам прийти, обследоваться, мы выявляем что-то и в дальнейшем уже предлагаем дальнейшие методы лечения и реабилитации уже в санаториях и так далее. В общем, тоже только забота о здоровье, да? Салим Хананыч. Я только повторю, что у нас санаторий профсоюзов, у нас у всех есть перспективный план развития до 30-го года. Сказать надо достаточно, так скажем, высокими планками, по которым мы пока работаем. К чему стремитесь, Салим Хананыч? Хорошо, к 2030 году что должно быть? Во что должно превратиться, чем должны стать Ижминводы? До 30 года, если вот этот план, который мы в принципе приняли, который сегодня как бы осуществляем, у нас должен быть новый СПА-комплекс. Вот вторая еще, так скажем, в плане есть реализация нового проекта по, так скажем, новому корпусу, хотя не такого большого масштаба. У нас пока стыдно говорить, пока у нас очень, так скажем, не используется береговая зона. У нас 24 километра мы находимся на стихии 5 вод. Вот самое широкое место Камы, это около нас 25 километров. Но так получилось, что федеральная собственность, все остальное. Так вот эти, так скажем, проекты так реализовать. Потом вот сейчас по Минтуризму новые
гранты. Вот в этом году мы стараемся участвовать в 3, так скажем, программах, если получится. Ну, естественно, по заполняемости опять государственно нужна поддержка. Вот это то же самое, вот, во-первых, и это кэшбэк, во-вторых, длинные, как мы говорим, кредиты. Не просто так скажем, потому что мы пока на самоокупаемости. Государство достаточно партнерство обязательно. Естественно, чтобы действительно это было на законных основаниях. То, что если даже мы захотим, многие, так скажем, законодательные акты под него еще не готовы. То, что вот природа она создала, вот около нас, Ежовки, 5 видов воды. Вот на таком пятачке, так скажем, километр туда, километр сюда. Шифалысу вот с 1858 года, и вот последняя проверка, исследования были в этом году, в январе, ни на миг, ни на йоту не изменилась вода. Природа так сохраняет свои богатства, может должна помочь. Вот, Сергей Николаевич, вот просто вот едем к вам, вот всей режиссерской группой, убедили, едем. Поэтому то, что действительно природа сохранила, мы должны доставить людям. И, конечно, бесплатно хотим, но пока этого не получается, поэтому то, что есть. Ну ладно, мысли, мечты хорошие, пусть все исполнятся. Альмир Рашидович, на ваш взгляд, вот мы все-таки говорят о государственной поддержке, что сейчас нужно тогда, чтобы Сейчас двигаться? время возможностей, безусловно, открывается для всех, для нас. Люди могут попробовать посмотреть, что предлагает наша природа, наши коллеги в санаториях, посмотреть, насколько высок уровень, значит, оказания услуг, насколько эффективны наши природные и климатические факторы. Для нас, для медиков, вот, которые находятся в государственном здравоохранении и в санаторно-курортной системе, это новые возможности интеграции. Потому что с учетом того, что весь мир был открыт, и мы просто потеряли, это было броуновское движение, не было системности выздоровления, мы сейчас видим новые возможности. Мы можем реинтегрироваться, мы можем создать новые траектории оздоровления наших граждан. Чего и желаем всем нашим участникам, в том числе хорошего летнего сезона, крепкого здоровья, замечательных гостей, успешного оздоровления. Вам тоже замечательных пациентов, которые возвращаются в хорошем настроении, наверное, уже и после лечения в том числе. Итак, хорошего лета. Говорят, май холодный, конечно, но будем надеяться, что лето будет теплым. Всего доброго, до свидания. Было интересно.